Благотворительный фонд «Харысхал» в переводе с якутского «милосердие» оказывает широкий спектр услуг семьям, где подрастают особенные дети, начиная от психологической и правовой помощи, заканчивая организацией досуга детей. У фонда есть представительство в 10 районах республики, в том числе и в Хангаласском Улусе. В 2020 году на общественных началах представителем фонда стала Розалия Павлова. Я являюсь мамой особого ребенка тоже, и не понаслышке знаю проблемы, связанные с этими заболеваниями. Поэтому в первое время мне очень нужна была помощь, и я вот именно искала почему-то благотворительные фонды. И нашла благотворительный фонд «Харысхал». А в дальнейшем, когда вот пользовалась услугами фонда, часто обращалась к психологам, консультировалась у логопедов. Поэтому мне казалось, что все-таки нужна помощь и здесь, в Улусе. Рассказ о деятельности фонда, индивидуальные консультации педагога-психолога и развлекательная программа для детей. Все это было на мероприятии, которое организовала Розалия Павлова. Участие приняли более 20 семей. Мне не грустно, что мне такой сын есть, но мы гордимся им, что такой ребенок есть. Детская программа была насыщенная. Творческие мастер-классы по рисованию и лепке из глины, аквагрим, игры, викторины. Также для детей провели канестерапию. Это метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. Это мой напарник, да, его зовут Осван. Собака должна быть уравновешенной, абсолютно не реагировать ни на какие раздражители. Мы с Осваном работали в коррекционной специальной школе-интернате с 2016 по 2019 год. Занимались канестерапией с детьми со слабовидящими и слабослышащими. По данным Розалии Павловой, в Улусе живут 234 ребенка с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. Фонд «Харысхал» работает над тем, чтобы охватить все семьи с особенными детьми. Для них запланированы тренинги, мастер-классы и ряд других мероприятий. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус.